На всех календарях мира стартовал последний месяц лета. И если вам не удалось отправиться в путешествие, ну или пришлось отложить отпуск, не расстраивайтесь. Теперь в любом кинотеатре Беларуси можно отправиться в круиз по джунглям. Именно под таким названием вышла новая фантастическая лента от студии Disney. И судя по этому фильму, кинобоссы решили возродить жанр приключенческого кино в Голливуде. Ведь при просмотре вы невольно промотаете в памяти именитую сагу об Индиане Джонсе и злоключения Джека Воробья. Но начну с предыстории. Мысль о съемках этой картины зародилась еще в начале нулевых. При этом путь оказался тернист. Проект застопорился на долгие 1,5 десятка лет. Однако чему быть, того не миновать. И, наконец, круиз попал в руки хоть и не к самому известному в широких кругах режиссеру, однако все же попал. И теперь в титрах значится «Je me connais sera». А вот в ролях сплошные звезды. Здесь вам и Дуэйн Джонс, и Эмили Блант, и Джесси Племонс, и Пол Джаматти. Итак, в центре сюжета парочка юных исследователей, а именно британка Лили Хоутон и ее брат, которые пытаются уговорить географическое общество на экспедицию вглубь Амазонии. Ведь где-то там определенно спряталось дерево жизни. Оно, как водится, точно исцеляет от всех болезней, но по законам жанра бородатые ученые не боятся упустить шанс спасти человечество. Почему самостоятельность открывает миры? Причем здесь ручной ягуар? И какое отношение к Амазонии имеет сын кайзера Вильгельма? Узнавайте сами. Я же только подчеркну, что сценарий кинокартины был написан по мотивам знаменитых диснеевских аттракционов. На скоростную речную кинопрогулку по Амазонии продюсеры потратили $200 миллионов. Но не в деньгах счастья. Киноманы, например, при просмотре смогут собрать настоящую мозаику из кинохроник, проводя параллели с такой классикой в синематеке, как «Африканская королева», «Роман с камнем» или даже с китом из 90-х «Мумия». Ну и что касается прошлого, так покопаться в нем, скажу я вам, иногда полезно, особенно если это обещает решить насущные вопросы. «Родовое проклятие», мистическая драма от британского режиссера Джозефа Маркантонио. И сразу хочется поздравить его с дебютом в большом кино. Картина с оригинала переводится как «Родство», но это не меняет сути сюжета, в центре которого счастливая семейная пара. Шарлотта и Бен ждут ребенка и вдруг решают переехать в Австралию, но судьбу не переписать. И в мире на одну вдову становится больше. Почему ее отношения со свекровью можно идентифицировать как нездоровые, и причем здесь проклятие? Ответ за вами. Стоит отметить, что в главных ролях мы все увидим Фиону Шоу и Тамару Лоуренс. Ну и предлагаю все же перейти от мрака к свету, а именно к сказочной мультипликации, причем сказочной во всех смыслах. «Золушка и заколдованный принц». Семейный мультфильм – это еще одна вариация на тему девушки с трудным детством и наградах вселенной за испытания. Правда, испытания немного авторами мультфильма вышли за рамки классической сказки. Потратили на это $20 миллионов. В режиссерском кресле мы обнаружим Лин Саузерленд. Ее биографии 8 картин, и все анимированы. Стоит отметить, что история о том, как Золушка и три мышки в процессе освобождения из чердака узнают, что принц-то на балу не настоящий, была готова к показу еще в 2018 году, однако премьерится только 3 года спустя. Как хрупкая девушка планирует победить силы тьмы и привести принца в сознание, узнавайте сами. Правда, в кресле кинотеатра.